Рост сбора платежей за электроэнергию в Ингушетии составил 11%, но за населением республики остается долг в 5 миллиардов рублей. Сумма внушительная. Энергетики продолжают поадресную работу, напоминают жителям о необходимости оплаты потребленного электричества. О рейде в Сунже репортаж Зелимхана Калоева. А в ответ лишь тишина. Попытки достучаться до потребителей тщетны, открывать никто не спешит. Но на этот раз энергетики все просчитали и не выезжают на проверки без спецтранспорта. Злостных должников и незаконно подключившихся к электроэнергии жителей отключают легким движением плоскогубцев. Забаррикадировавшимся жителям придется сидеть в темноте, либо скорее открывать лицевой счет и оформлять документы. В район новостроек в Сунже сотрудники Россети Северный Кавказ Ингушэнерго заглянули не случайно. Большинство домов тут самовольно подключились к сетям. Лицевой счет, счетчик, да, вот и без были. Бездоговорное потребление света евой. Потери житхадук. Свет, лицевой счет, шиши коши, да, мы дары шузы. Лицевой счет. Упрощенный вариант. Энергетики идут навстречу тем жителям, которые выходят с ними на месте, заключают договоры, открывают лицевые счета. С теми, кто отказывается это сделать, разговор короткий, отключают от сети. Только с начала этого месяца сотрудники открыли 60 новых лицевых счетов. Все эти люди пользовались светом незаконно. Ну вот сегодня мы отключили 3 человека, отключили мы, третьего отключаем. Остальные документы они нам отдали, отключаем, открываем лицевые счета. Закон нарушает, не имея права, без тех условий они подключаются, без договорного потребления хажир. Поэтому лицевой счет оплатить. В районе новостроек не все потеряно. Есть абоненты с минимальными задолженностями, как, например, в этом доме. Они должны энергетикам 800 рублей, но и тут рассчитываются на месте. У кого есть лицевые счета, они оплачивают вовремя, поэтому их долгов нету здесь. А вот эти бездоговорные, для сидят, они годами не оплачивают и не открывают лицевые счета. В целом уровень платежей по сравнению с прошлым годом вырос на более 10%. Если говорить в денежном выражении, то платежи увеличились на 150 миллионов 800 тысяч рублей. Энергетикам удалось также улучшить показатели по сложной для региона группе населения. Жители рассчитались за свыше 58% использованного ресурса. Самые высокие показатели у Джайрахского района и Назрани. Они улучшились в том числе благодаря таким рейдам. Помимо этого у нас проводится работа по исковая работа через судебные органы, также информационная работа. Мы стараемся, чтобы существенно улучшить платежную дисциплину на Республике Ингушетия. Тем не менее, общая сумма долга за ресурс в регионе по-прежнему ставит под угрозу надежность и качество энергоснабжения республики. Объем задолженности уже превысил 5 миллиардов рублей. Из них более 2 миллиардов 300 миллионов приходится на население, а свыше 1 миллиарда 600 миллионов задолженность коммунальщиков. Россия почахлина царяна и сок и отключение жахда хамар для басрбул. Охшар хабул бабелу. Сюда. Язык торундыш халиятыги холна хаш 20 метрги кадр безрабос хамарда. Сдали дети таланты в ситуациях. Юагиш свет холч, ешиш холчус. Со света аштадалрии, на хана латилрии, хаада чути хаада холхус. سودا هاربيا تشيشياجي شو دق سوم خوتس 500 تيش ربلي حتى ألت ملور دهم شيء خارنا نا أشتاتي لجمتك بري يهانس وتجولجا проблемы же ситуации Энергетики напоминают, своевременные платежи за потребленный ресурс позволяют финансировать ремонтные программы и необходимые технические мероприятия. Оплатить за свет легко. Можно прийти как в центре обслуживания клиентов через личный кабинет на сайте компании, либо через систему Сбербанк онлайн. Зелимхан Калоев, Асхаб Билакиев, Новости 24.